Вот у нас Иссык-Куль Мекка, да, нашего туризма. Я надеюсь, и буйырсам мы станем, у нас вот есть там Азамат Капарыч Кушон, жаштар иштеп атышат, жашлы иштеп атышат, да, к сожалению, не все от них зависит, да, но здесь должны 90% вместе, 200% мен МВД иштеш керек. Егерде у нас в центре Бостыри, буквально вот день прошел или 2 дня назад, подорвали кафе. На следующий день МВД пишет о том, что кафе не подорвали, оно сгорело. Завтра скажут, что кафе подожгли сами эти сотрудники. МВД лицемерие нас пошкеректа. Если человек открыто, который на 5 лет арендовал с рассрочкой выкупа кафе, там молодая пара Кен, и они официально открыто говорят, нас ОПГ пришли поставить на отметку, мы не отметились, нас подорвали. О каком туризме на Иссык-Куле мы говорим? Что с этим случаем? Разобрались? Если 2017 год в Кыргызстане бандиты орудуют, в центре подрывают, поджигают, ставят на отметку. Кайсы иностранецтер, кайсы бизнеслерге ушактан бирдемеге жардам берет? Мен мисал чөнтөмөн бир тыйын төлөп этелем. Эгер эртең мен кафем жардырып кетсе, силер эмне мени өзүң жардырдың деп айтсаң кийин. Мамлекет жактан эч мындай гарантия жок болсо, бул биздин ички инвесторлар. Считай, все, кто на Иссык-Куле строится, каждому спасибо надо сказать, что он за 3 месяца, который там работает, он еще налоги платит, он еще помогает государству, еще что-то пытается построить, а это огромные, с города привезти, там что-то построить. Огромная заслуга. А мы еще их будем заставлять помогать нам там на всемирных играх кочевников и других мероприятиях. Да? Просто уятта. И был жерден хопсуздук маселесин МВД жесткие требования алыш керек. И все знают издревле, у нас ОПГ все сконцентрировано на Иссык-Куле, еще у нас там Каракечи есть, все об этом знают. И пока вы не наведете порядок, не надо ни о каком туризме здесь эти презентации делать, все такое. Самое первое требование для путешественника – это безопасность. Перечислите по пальцам страны, в которые вы пустили бы своего ребенка. Первое, что вы ставите – безопасность. Первое. А потом все остальное. Вот когда в Кыргызстане будет безопасно женщине одной путешествовать, ребенка отправлять одного, семье без папы, без взрослого мужчины ездить, и не бояться, что тебя на отметку кто-то там посадит утром с пляжа твои ключи, украдут, ночью в номер залезут, машину угонят. Сколько у нас угоняли? Сколько под видом милиции было нападений? И один такой случай, ладно, там 1 на миллион это сгарда. Эта туристка раструбила об этом по интернету. Я уверена, она в своей Польше об этом написала где-то в сайте. И как минимум там 1000 поляков, которые планировали, они не приедут. Вот это большая проблема. То есть здесь я не ставлю это вину Азамат Капарович вам или Чолпон Алаевна вам, да, но я считаю, что вы должны требовать, чтобы МВД работали. Зря они там, что ли, генералов получают. Пусть работает и с бандитами борется. Спасибо.